Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу вам рецепт, который у меня стал хитом этого лета. Теперь кабачки я готовлю только так. Весь секрет в особенной заправке, которая делает их невероятно вкусными. Но обо всем по порядку. Приступим. Первым делом вода. Наливаю 3 литра в кастрюлю. Накрываю крышкой и отправляю на плиту. Ее нам нужно довести до кипения. И, собственно, главный ингредиент – кабачки. Здесь у меня 1 килограмм и 300 грамм. 5 вот таких вот средних кабачков. Далее с них нужно посрезать хвосты с 2 сторон. Так сказать, подготовить к варке. А тем временем и вода уже закипела. Ее нам нужно хорошенько посолить. На 3 литра добавляю 4 столовые ложки соли. Перемешиваю, чтобы соль растворилась. И после этого отправляю туда вариться все кабачки. Закрываю крышкой, довожу до кипения. И после этого буду варить их 10 минут. Пока варятся кабачки, приготовим ту самую заправку. Для нее понадобятся оливковое масло 100 грамм, соевый соус 5 столовых ложек, французская горчица 1 чайная ложка, мед 1 столовая ложка. Ой, ну это, наверное, будет многовато. Вот так вот. Сок половины лимона, который я выдавливаю на вот такой вот китайской соковыжималке с Алиэкспресса. Как ни странно, прослужила мне уже целый год и оказалась довольно-таки практичной. Одна чайная ложка паприки, пол чайной ложки черного молотого перца, чеснок 6 зубчиков, выдавливаю его через пресс. И зелень, укроп с петрушкой. Ее нужно меленько нарезать. Вот так вот. Теперь все это дело тщательно перемешиваем. А тем временем кабачки уже сварились. Достаю их из воды. Разрезаю напополам, ставлю торцом и разрезаю еще раз на 4 части каждый кусочек. Затем, пока кабачки еще горячие, отправляю их в маринад. Хорошенько обмакиваю их со всех сторон.
после чего перекладываю в другую емкость. Точно так же поступаю со всеми кабачками. А тем маринадом, который у меня остался после этого, я поливаю кабачки сверху. Вот так вот. Теперь накрываю их крышкой и оставляю настаиваться до тех пор, пока они не остынут. А после этого убираю их на ночь в холодильник. Ну что, прошло уже около 12 часов. Кабачки настоялись. Достаем их и будем снимать пробу. Вот такая вот красота получилась. За 12 часов в холодильнике кабачки не просто промариновались, они вобрали в себя все ароматы трав и специй из нашей заправки. При этом посмотрите, сколько сока выделилось. Именно столько, сколько нужно, чтобы кабачки были им полностью покрыты. Такая закуска отлично хранится несколько дней в холодильнике. Но, честно скажу, у меня она улетает в первый же вечер. Нарезаю кусочек и будем пробовать, что там у нас получилось. Это потрясающе. Слышите этот хруст? Кабачки не размякли, они остались плотными и звонкими. Знаете, заправка пропитала каждый кусочек. Чувствуется и легкая пряность, и свежесть кабачка. Вкус очень сбалансированный, и солено, и свежо одновременно. А также, что немаловажно, в этом рецепте нет ни сахара, ни уксуса. Я бы назвал это идеальной летней закуской. Когда хочется чего-то пикантного, но полезного. Это именно тот случай. Оторваться просто невозможно. Рука сама тянется за следующим кусочком. Обязательно попробуйте приготовить их именно так. И вы удивитесь, что из простых кабачков и без лишней химии можно получить такой ресторанный вкус. Пишите в комментариях, как вам рецепт. И не забудьте поставить лайк видео, если оно вам понравилось. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч на моем канале в следующих видео. Пока!